Лучше всего лечит прикосновение мамы. 13-летний Рамазан поступил в тяжелом состоянии этим утром. Хава забила тревогу, когда супруга госпитализировали. Диагноз COVID-19. Уже третий день, как его госпитализировали. Температура он 38,4. Скоро есть, сразу аштык сделал. Ребенок находится под пристальным вниманием врачей. Медики отмечают, пациенту стало немного, но лучше. При поступлении уровень кислорода в крови был ниже нормы. Сейчас мальчик на респираторной поддержке. Лечатся у нас такие детки согласно временным клиническим рекомендациям по новой коронавирусной инфекции. Будем наблюдать. Таких детей у нас, к сожалению, много. За время работы нашего инфекционного отделения у нас пролечено около 750 детей. Из них 1/3 у нас, к сожалению, с тяжелым течением данного заболевания. Ребенок все равно нужно терпеть. Нужно быть мужчиной. А этого 8-летнего мужчину зовут Мухаммад. Один из необычных пациентов в больнице. Он любит уколы и капельницы. Мальчик с 3 месяцев боролся с онкологией, поэтому врачебные процедуры для него ассоциируются с возвращением домой. Плохо было очень ночью. Ночью было плохо очень сильно. У меня появилась температура 37,9. У меня голова была плохо, я был горячим очень. Вызывая скорую помощь, даже не подозревают о ковиде. Если раньше вирус проявлялся у детей бессимптомно, то сегодня родители его путают с ОРВИ. Повышенная температура в течение нескольких дней, кашель, одышка, головная боль. Чаще всего заражаются от старших членов семьи, что и случилось с Дакиевыми. Пошла к терапевту и сдала мазок. И через 3 дня пришел ответ, что положительно. И потом понемножку дети стали. Она стала температурить. Очень сильно за мальчика переживала. Ему вообще нельзя. Эти вирусы, это ему чревато последствиями, потому что в связи с этой бывшей болезнью, хотя мы в ремиссии, заведующая тоже связалась с нашим онкологом, тоже подкорректировала, потому что есть которые нельзя и можно при его ситуации, лекарства, которые можно и нельзя. Меню для больных ковидом такое же, как и для других пациентов. Никакого жареного, копченого. Едят, не выходя из палаты. Кроме того, с больными проводят дыхательную гимнастику. Это для восстановления легких. За некоторыми малышами смотрят врачи. Такое случается нередко, когда обоих ковидных родителей госпитализируют. Количество вызовов скорой помощи с начала летних каникул увеличилось вдвое, сетуют врачи. Если раньше было по 30 пациентов в месяц, то сейчас больше 60. По сравнению с взрослым населением, дети, они болеют намного легче, конечно, но мы сталкиваемся с постковидными осложнениями. В первую очередь это такие осложнения, как нарушение свертываемости крови, поэтому в рекомендациях при выписке всегда даем рекомендации родителям наблюдаться у участкового педиатра. Дети у нас передаются такие на участок по месту жительства. И контроль показателей крови, это и общий анализ крови, и коагулограмма. То есть все это смотрится в течение первых 3 месяцев после выписки из стационара. Все чаще дети становятся жертвами нового вируса. Врачи рекомендуют при появлении симптомов ОРВИ и продолжительной высокой температуре сразу обращаться к терапевту, пока состояние не ухудшится. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24.